Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике, кавалер ордена Кадырова, майор полиции Идрис Черхигов. Маршал, приятно вас видеть в нашей студии. В студии программы «Актуальная тема». Мы с вами встречались последний раз где-то год назад. Да, именно так. Много чего изменилось за это время или нет? У вас? У меня нет, ничего не изменилось. Работаем также 24/7 на пути великого Ахмата Хаджи Кадырова под руководством Рамзана Ахматовича Кадырова. Поэтому ничего пока не изменилось. Хорошо слышать. Постоянство – это очень хорошо. И переходя к нашему основному разговору, Идрис, и мой первый вопрос. Как мы знаем, накануне глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров провел совещание регионального оперативного штаба по проведению СВО, где также затронул, я подчеркну, тему безопасности дорожного движения на территории Чеченской Республики и поручил госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике усилить работу по контролю нарушений и напомнил о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Я прав? Так точно. Ваши комментарии. В первую очередь, те цели, которые ставит нам Рамзан Ахматович, сохранение жизни и здоровья граждан нашей республики. И приоритетно всегда в его личном контроле это все находится, потому что он переживает за каждого нашего гражданина, за каждого нашего жителя, и поэтому он обозначил те цели, которые нам предстоит сейчас выполнять, и мы будем работать над этим, потому что цели, которые ставит Рамзан Ахматович, всегда приоритетны для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Это, опять же, напоминание и нам, сотрудникам госавтоинспекции, и также всем гражданам нашей республики, также гостям нашей страны. Но также он и поблагодарил вас за вашу работу. А как к этому можно подойти, исходя из вашей работы? Этому можно подойти так, как это для нас это аванс. Аванс. Также это благодаря тем сотрудникам, которые круглосуточно проводят дежурство на дорогах нашей республики. То есть благодаря сотрудникам госавтоинспекции круглый год. Поэтому... Аванс. Хорошо сказали. Аванс. Продолжаем. И у меня вот такой второй вопрос. Сколько дорожно-транспортных происшествий произошло с начала года? Текущего года. Вот что говорит статистика дорожно-транспортных происшествий, ДТП? В 2023 году за первые полгода в Чеченской Республике произошло 56 дорожно-транспортных происшествий. 20 человек погибших, 79 раненых. Также наблюдается незначительное снижение по ДТП, это на 6,6%. А также рост по пострадавшим, это на 6,7%. Также погибшие у нас, как и в прошлом году, аналогичный периода 20 человек погибших. Эта статистика не очень хорошая для нас, так как мы стараемся всегда, чтобы погибших у нас вообще не было. Мы это знаем. Получается так, что у нас в 2022 году за 6 месяцев погибло 20 человек, и в 2023 погибли 20 человек. Вы, как начальник госавтоинспекции, довольны этой статистикой? Никак нет. Я недоволен этой статистикой, так как у меня цель стоит для того, чтобы на наших дорогах, наши граждане не погибали на наших дорогах. Работа идет? Работа идет конкретная работа по этому направлению, а также, чтобы граждане и участники дорожного движения восприняли ответственность за то, что происходит на дорогах. Из-за чего чаще всего случаются эти ДТП в Чеченской Республике? Вот какие основные причины дорожно-транспортных происшествий? Большая часть ДТП в Чеченской Республике, простите, я продолжу, Идрис, происходит в дневное время, вечернее или в ночное время? Есть тут какая-нибудь статистика? Большинство дорожно-транспортных происшествий у нас в республике происходит от того, что превышение скоростного режима и несоответствие конкретным условиям скорости. То есть, если дождь, снег, то гололедица или лед,
солнечно или темно, за счет этого происходит ДТП. Это большинство ДТП в нашей республике произошло из-за превышения скорости. Это 70% ДТП произошли из-за превышения скорости или скоростного режима на дорогах. Это основная причина. Это основная причина и очень больная причина для нас, так как превышение скорости часто наблюдается, поэтому за счет этого, и не убедившись в своих маневрах или правил обгона или выезда на полустречное движение, они совершают такие ошибки и попадают в ДТП. Также дневное время у нас из произошедших ДТП 30 ДТП дневное, вечернее это 20 ДТП произошли в этом году. Ночное меньше. Ночное меньше, так как походу люди, когда работают, устают, идут домой, а те, которые уходят, это уже молодежь, поэтому А какая у нас тут профилактика, чтобы люди, водители не гоняли, скажем, народным языком на трассах? Чтобы не превышать скоростной режим, у нас работа идет по профилактическим мероприятиям совместно с остальными структурами МВД, Росгвардии, также с духовенством, организациями, молодежными организациями, также Министерством культуры, Министерством молодежи. Это мы вливаем с молодежью, что они должны соблюдать правила дорожного движения и уважать. Должно быть самоуважение на дорогах нашей республики. Это у нас первая приоритетная задача, так как большинство погибших у нас это молодые люди. Профилактика важна. Важна. С молодыми людьми. Очень. А они понимают вас, когда вы им это объясняете? Есть большинство процентов, которые понимают нас и принимают это. Есть те люди, которые думают, это мы специально делаем, для того, чтобы как-то повлиять, там, не знаю, обижаются, спорят. Мол, жизнь моя, зачем вы лезете? Да, такое бывает, но это, мне кажется, от того, что... Непонимание. Непонимание из того, что сам не добился ничего. Вот И это правильное сам ничего не определение. добился, а машина, которую ему купил папа, или брата машина, или отца машина, он выезжает и гоняет, и после этого, когда их останавливают, объясняют, мы приводим статистику для таких водителей, мы приводим смертности, мы приводим, сколько нарушений, какое нарушение погибло у нас больше. У нас сотрудник ДПС именно этим и работает в данный момент. Как вы понимаете, недавно было у нас ДТП в Грозном, погибшие 3 человека. Страшное ДТП. Страшное ДТП. В чем причина была? Превышение скорости, не справился с управлением, выезд на встречную полосу движения и столкновение с другим машиной, транспортом. Опять погибли невинные люди. Опять погибли невинные люди. Опять повышение скорости. А какой вид ДТП чаще всего приводит к наиболее тяжелым последствиям? Когда водители или пассажиры получают травмы или даже гибнут, как мы с вами говорим. Опять повышение скорости. Это основное. Это основное, превышение скорости. И не убедившись в своей безопасности, безопасности своего маневра или обгона транспорта попутного или выезд на встречное полудвижение или проезд на какого-либо перекрестка или светофора, вот этот момент и происходит у нас ДТП, то есть это превышение скорости. Идрис, прошу вас как у профессионала, это неимение опыта, непонимание дорожной ситуации или несоблюдение простых правил дорожного движения? Ну, это в первую очередь несоблюдение правил дорожного движения, простых, вот именно простых правил дорожного движения. Это игнорирование дорожных знаков. Невыполнение требований дорожных знаков, во-первых. А во-вторых, это слишком уверен, что он все знает, и слишком уверенно себя ведет, поэтому и приводит к ДТП. А уверенность до добра не доводит. Не доводит. Особенно на дорогах. У меня сейчас вот такой вопрос, Идрис. Какие автомобильные трассы в Чеченской Республике наиболее опасны с точки зрения аварийности? На каких дорогах нашего региона чаще всего происходят самые тяжелые дорожно-транспортные происшествия? Вот такой вопрос, может быть, показаться вам немного странным, но и все-таки. Не, почему странным? Ну, это актуальный вопрос. Я скажу, это пока в данный момент, прошедшие 6 месяцев 2023 года, за первое полугодие у нас это региональные дороги, где погибло большинство 10 человек. Но сказать, есть у нас такой аварийный участок,
это будет неправдой, так как у нас такого нету. И есть человеческий фактор, который, нарушая правила дорожного движения, может погибнуть или гибнут невинные, вообще ни в чем невинные люди. Это несоблюдение правил дорожного движения. Где бы мы ни находились, мы должны соблюдать правила дорожного движения, и это не приведет к тому, что кто-то пострадает, кто-то умрет или вообще окажется. На нашей дороге нет такого. Это опасный участок, это не опасный участок. Это как-то было у нас, но благодаря поручению Рамзану Ахматовичу, Минавтодором, Минтрансом, также с правительством, это участки мы уже, скажем, выявили очаги аварийности на наших дорогах, установили видеофотофиксацию ПДД, где-то разделили дороги, поэтому таких участков в данный момент у нас нету. Ну, большинство погибших в этом первом полугодии это региональные дороги, поэтому для нас приоритетно, чтобы нигде человек, водитель, себя уважающий водитель, уважающий своих братьев, которые днем и ночью работают круглый год на дорогах нашей республики, то есть сотрудников ДПС, это не приведет никакой ДТП и никакой последствий не принесет. Ну, вы правы, и с вами трудно не согласиться. Дороги у нас прекрасные. Вся инфраструктура есть. Вот просто надо выполнять правила дорожного движения. Это точно. И тут такой вопрос. Идрис, есть мнение, что в совершении 9 из 10 аварий виноваты водители. Это так? Ваше мнение? Не так. А вот пешеходы, как? Пешеходы у нас дисциплинированы тогда? Давайте так я вам отвечу. Пешеходы, смотрите, у нас за первое полугодие произошло участие пешеходов 7 ДТП, которые из них погибло, в ДТП погибли 3 человека, а 5 получили травмы различной той же степени. Это по вине самих пешеходов. У них нет взаимоуважения, у них нет такой ответственности своего же здоровья, безопасности, у них нет, скажем, я не знаю, может, у них нет такого момента, что они не хотят это сделать, но они знают правила. Самодисциплины. Вот, самодисциплина. Мне кажется, это будет точное слово. Да, вот это будет и мягче, и мягко сказано, но у них нет самодисциплины и нет самоуважения на дорогах. Поэтому по вине самих пешеходов погибло у нас 3 человека, пострадали 8, то есть 5 человек. То есть общее у нас уже 7 ДТП по вине пешеходов. Ну, хотелось бы им призвать их, пешеходов, именно пешеходов, чтобы они переходили дорогу там, где им положено, не на красный сигнал светофора, на зеленый сигнал светофора, не регулируемо, где там есть транспорт, но нет светофора, чтобы они там тщательно посмотрели, убедившись, что остановился транспорт, после этого переходили на переход, по пешеходному переходу дорогу, а не там, где у нас есть забор, у нас есть определенный участок, где перебегают люди даже и попадают под машину. И помнили, что транспорт, автомобиль – это средство повышенной Вот опасности. это именно повышенной опасности, потому что длительность торможения пути автомобиля, даже 60 км в час, если он бы не поехал, очень длинная. Если даже не убьет, может пострадать человек и остаться инвалидом. Поэтому очень хотелось бы их призвать, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный и важный разговор у нас с вами сегодня. И моих последних 2 вопроса. Но это не значит, что мы с вами еще не встретимся в этой Обязательно студии. встретимся. Договорились? Договорились. Вот и 2 последних наших вопроса. Какие мероприятия по снижению аварийности на дорогах региона проведены Госавтоинспекцией Чеченской Республики? Смотрите, у нас... И какие показали свою эффективность, я добавлю. Смотрите, в первую очередь, это пропаганда соблюдения правил дорожного движения. Это очень стимулирует водителей, жителей, пешеходов, чтобы, если им донести правильно, если они это воспримут как должное, то самое эффективное – это пропаганда. Пропаганда и беседа с водителями, с пешеходами. Также у нас проведены очень много мероприятий за, скажем, каникулы, времени детских каникул. Отдел пропаганды управления ГИБДД проведено масштабных мероприятий с детьми в лагерях,
Также проведено масштабные мероприятия с военнослужащими различных структур. Это Минобороны, Росгвардия, МВД, также передачи, телерадиокомпаниях, тут у вас также Чита Грозный. Поэтому самое эффективное это, мне кажется, проведение беседы с населением, с водителями, пешеходами. К этому привлечены, как же до этого я вам сказал, также привлечены духовенство республики, разные структуры МВД, которые нам содействуют, организации. Поэтому такие мероприятия самые эффективные. Также Профилактика. Она всегда важна, и также важна профилактика, которую мы проводим на дорогах. То есть, профилактические работы, которые проводят сотрудники ДПС, не является, чтобы их наказывать все время. И все время, чтобы их настраивать против этого, и чтобы они специально нарушали, чтобы позлить нас или разозлиться на нас, то, что мы показали ему свою ошибку, свою неправоту, его нарушение. Поэтому наши сотрудники, не только пропаганда, не только управление, а также сотрудники ДПС, полка управления ГИБДД, проводится круглосуточно. Каждый сотрудник, который останавливает нарушителя, он проводит с ним беседу. Это значение того, что как продолжится разговор, как захочет водитель с ним поговорить, о чем спросить. Вот в таких моментах мы поддерживаем сотрудников, водителей, и потому что профилактические работы на дорогах – это очень важная часть работы, чтобы наши граждане не пострадали, не гибли на дорогах. Идрис, вы и в дождь, инспектора госавтоинспекции, и в снег, и в мороз, и в жару, и в слякоть, всегда на боевом посту. Вот исходя из современных вызовов, даже я дополню, несложно стало работать, чем раньше. Так, я отвечу вам. Благодаря Рамзану Ахматовичу, Герою России, и Аймане Севине, президенту фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Злободовича. Благодаря их поддержке госавтоинспекции в любое время суток готовы выполнять любой приказ главы Чеченской Республики. В любое время. И благодаря им у нас самые новейшие технологии, и транспорт у нас соответствует тем статьям, которые мы должны. Есть все. Есть все. От А до Я у нас все есть. Есть желание работать. Главное, чтобы народ понимал, что мы не враги, а их братья. Братья по вере, по национальности. И также, что не просто так сотрудники ДПС стоят на дорогах. Они защищают с собой граждан нашей республики. Так как вы понимаете, был в прошлом году случай у нас нападение на сотрудников. И до этого было, и всегда в первую очередь стоят сотрудники ДПС и ППС, которые принимают первый удар. Первый удар всегда принимают на себя. Потому что дальше не пошло, и какая-то мать или сестра, жена, чтобы не плакали. Всегда сотрудники ДПС готовы защищать наш народ в любое время суток и выполнить любой приказ Рамзана Ахматовича Кадырова. Спасибо. И мой последний вопрос, Идрис. Какие советы вы дадите водителям, участникам дорожного движения? Хотелось бы уважаемым гражданам, водителям, пешеходам обратиться к тем, чтобы они просто соблюдали правила дорожного движения, так как это является залог их здоровья, состояния. Также, чтобы они отнеслись ответственно к правилам дорожного движения. Ведь, как вы сказали, дорога не прощает ошибок. Поэтому, чтобы они всегда помнили, что их ждут дома. Чтобы всегда они помнили, что их ждут дома. Не только родители, дети, сестра, брат, остальные. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. И напоследок, Идрис, низкий вам поклон, действительно, вот от души. Низкий вам поклон и всем сотрудникам госавтоинспекции за вашу работу. От меня, от нашей программы и от всего коллектива телерадиокомпании «В войнах». Низкий вам поклон. В любое время согласен прийти поговорить. Договорились.
А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И начальник управления госавтоинспекции МВД по Чеченской Республике, кавалер ордена Кадырова, майор полиции Идрис Черхигов. И напоследок, дорогие друзья, соблюдайте правила дорожного движения. И все. Простая истина. И не болейте. Будьте здоровы.